Музыка осетинской гармошки – самый душевный подарок ко Дню отца в семье Скаевых. Лилия, младшая из дочерей, старается порадовать папу Георгия. А он, глава большого семейства, считает, быть отцом сродни управлению государством, где он президент, а супруга – премьер-министр. Их миссия – вырастить достойных сыновей и дочерей для родной республики. А благодарные дети уже сейчас точно знают, у них попросту нет права подвести родителей. Папа всегда к нам относился очень нежно и понимающе. Поэтому я считаю, что воспитал он меня очень достойно. И для меня честь быть его дочерью. Я думаю, что самый лучший друг, самый лучший мужчина в жизни девушки – это отец. Самому младшему ребенку Скаевых, Соломону, 18 лет. Интересные библейские имена детей, особенность этой осетинской семьи и желание папы быть ближе к Богу. 4 сыновей и 5 дочек. Всем отец привил любовь к религии. Принцип его воспитания прописан в Священном Писании. Начало мудрости – страх Господен. Оставаться чистым перед Создателем – одно из главных правил в доме Скаевых. Второе по старшинству – Заур этому же учит уже своих детей. Как мой отец поддерживает свою жену, то есть мою мать, как он ее любит, как оберегает, помогает ей, в какой-то степени даже жертвует собой именно здоровьем, нервами. То есть отец – это не тот, кто только зарабатывает, но тот, кто еще умеет брать на себя ответственность, умеет поддержать именно в трудный момент. Традициям, культуре и обычаям осетин Георгий научил младших. Нельзя забыть то, что веками соблюдали наши предки, дает наставление детям хозяин дома. История большой семьи Скаевых началась почти 40 лет назад. Красавец-десантник покорил сердце юной Альбины воспитанием и порядочностью. Он по-особенному заботливый, рассказывает супруга. Своих никогда не даст в обиду. Я 20 лет сидела дома, воспитывала детей. Он работал, и мы никогда ни в чем не имели нужды. Одевал, кормил. Никогда такого не было, что вот детям что-то нужно, и я испытывала какие-то неудобства. При том, что у нас дети все ходили и на спорт, и на музыку. Я, естественно, занималась строго воспитанием, отводила, приводила детей и из садика, и со школы. А он обеспечивал полностью семью. Отец-трудоголик требовал от детей в любой ситуации оставаться упорными, постоянно повторял: если приложишь усилия, обязательно получишь достойный результат. Сыновей и дочерей он научил не бежать от проблем, а всегда их решать. Я также скоро стану отцом, и в принципе, как для моего отца, так и для меня очень важно передавать эти традиции своим младшим. Мне тяжело сказать, как именно это я буду делать, потому что у меня будет девочка. Но в целом я думаю, что все получится. Георгий Скаев – один из первых предпринимателей в Северной Осетии. Трудолюбие – привычка с детства. Я жил в сельской местности и наблюдал и видел постоянно житейские, хозяйственные в доме дела, да. И глядя на них, всегда хотелось помочь, чем-то угодить. Бытие нашей жизни уже сформировалось так, что это мы с радостью все делали. С раннего детства мы обрели этот навык, внутреннее чувство трудолюбия. Скаевы любят собираться вместе, правда, семья на одной кухне уже не помещается. Не это ли счастье, говорит хозяин дома. В день отца его родные вновь за одним столом. Отец – это кормилец, мать – это хранительница очага. Дети – это лапочки, дочки и сыночки, которые радуют своего отца и маму. Естественно, отец с мамой заботятся о своих детях. Дети – это плоды любви, которые мать и отец должны благодарить Всевышнего. И, естественно, мы их должны с достоинством воспитать. Настоящий мужчина не должен унывать, считает Георгий. У него нет права давать слабину. Все-таки папа на то и папа, чтобы спиной закрывать своих родных и любимых от всех невзгод. Дана Малышева, Давид Хамицаев, Вадим Панченко и Влад Туаев, 15-й регион.